import range, она позволяет в нашу таблицу импортировать данные из других таблиц, расположенных на нашем же, ну или на чьем-то еще Google диске. У нас на Google диске есть вторая таблица, она называется вот так вот, внешняя таблица, и сейчас мы будем из нее данные подгружать. Нам совершенно не важно, какие-то данные в ней содержатся. Сейчас она чуть-чуть обновится. Ну вот, какие-то данные в ней есть. Мы возвращаемся в нашу таблицу и начинаем писать нашу функцию. Функция называется import range, она также не имеет российского аналога, мы всегда будем писать ее латиницей. Равно import range, открываем скобку, и у функции, как мы видим, две различных позиции, которые мы должны указать. Первое, что мы указываем, это ключ таблицы, и он указывается обязательно в кавычках, поэтому мы открываем кавычки. Что такое ключ таблицы? Давайте вернемся к нашей таблице для импорта и посмотрим вот сюда, вот в строку с адресом. Давайте я ее скопирую и вставлю вот сюда, чтобы нам было лучше видно. Такой адрес имеет наша таблица, то есть мы переходим по этой ссылке в браузере, чтобы нашу таблицу открыть. Так вот, ключ – это все, что находится между последними двумя слэшами, то есть вот отсюда и вот до сюда. Мы должны эти данные скопировать. Вот так вот. Копируем их. Возвращаемся в нашу таблицу и вставляем. Напоминаю, что мы поставили кавычку в самом начале. Это текстовые данные. Не устаю повторять каждый раз о том, что если мы в формулу вписываем любые текстовые данные, неважно в какую формулу и какие текстовые данные, мы всегда их указываем в кавычках. Иначе получим в результате выполнения нашей функции ошибку. Данные вставили, закрываем кавычку. Да, кстати говоря, тут есть тоже сразу на этом же этапе некоторая особенность. На текущий момент Google позволяет вставлять в двух вариантах ключ таблицы. Либо ключ вот в таком виде, как это сделали мы, либо вставлять сразу полную ссылку на таблицу. Но в полной ссылке у нас есть вот в конце вот здесь вот разные данные. В зависимости от того, что мы хотим получить, ну вот у нас открыто на редактирование, да, поэтому мы вот здесь видим слово edit. Но бывают и другие варианты, и в зависимости от этого эти варианты нам могут немножко мешать при работе с таблицей, поэтому нужно либо этот кончик подрезать, ну либо надеяться, что Google сработает корректно и с ним. Далее ставим точку с запятой. Первый аргумент мы указали, ключ таблицы. И далее нам нужно указать диапазон, который мы хотим импортировать. Давайте еще раз посмотрим на нашу таблицу для импорта. Что мы хотим отсюда получить? Ну, давайте мы будем импортировать не всю таблицу, а только ее часть. Например, мы хотим получить вот этот кусочек, первые 5 строк, начиная с А1 и заканчивая по D5. Здесь мы это же и должны указать, но здесь мы должны соблюсти правильный формат, опять же. Во-первых, то, что мы сейчас укажем, будет текстом, поэтому открываем кавычку. Во-вторых, нам нужно сказать Google таблице, с какого листа он должен взять данные. Поэтому давайте посмотрим, как наш лист называется. Называется он вот так вот, лист 1, причем между словом лист и цифрой 1 есть пробел. Сюда мы, соответственно, вписываем лист пробел 1. Не забываем поставить восклицательный знак. Это символизирует для таблиц то, что мы только что написали не просто какие-то слова, а название листа. Ну, это, собственно, стандартный способ указания ссылки на данные, расположенные на другом листе. И далее, после восклицательного знака, мы указываем тот диапазон, который нас интересует. Мы можем указать какую-то одну ячейку, ну, например,
Так, на латинице нам это надо сделать, например, вот так, А1, да, тогда нам импортируют данные только из ячейки А1. Но мы договорились, что мы хотим импортировать данные из некого небольшого диапазона, поэтому мы пишем А1, двоеточие, на чем мы там хотели закончить? На D5. D5, то есть мы импортируем данные с первого листа в диапазоне с А1 по D5. Не забываем закрыть кавычку, это у нас текстовые данные. И закрыть скобку, потому что мы закончили написание функции. Нажимаем Enter. Нам сначала происходит загрузка, а потом появляется ошибка. Если мы наведем на эту ошибку, то нам сообщат о том, что нужно открыть доступ к этой таблице. Мы не можем просто так получить доступ к импорту данных к любой таблице, даже если эта таблица наша собственная. Нам нужно нажать на кнопку «Открыть доступ». Всегда и в любом случае, но сделать это нужно только один первый раз для каждой таблицы. То есть, если мы сейчас куда-то вот сюда будем импортировать какой-то другой, еще один диапазон, давать разрешение уже не придется. Ну и что мы видим? Да, нам импортировали наши первые 5 строк, строка с заголовками и строка, 4 точнее строки непосредственно с данными с 31 по 28 января. Проверяем строка с заголовками и строки с 31 по 28 января. То есть все, как мы и попросили. Так, давайте обратим внимание теперь на особенности работы этой функции. Первая функция выводится в пустой диапазон вот в этой нашей таблице. Если у нас уже какие-то данные здесь написаны, и они мешают отображению функции, то мы получим ошибку. Ну, в ошибке нам пояснят, что от нас хотят, то есть это не просто ошибка, это ошибка с пояснением. Более того, нам скажут, что нам мешает ячейка B6. То есть мы достаточно легко найдем, что именно нам мешает. Перейдем в ячейку B6 и просто сотрем данные. Как видим, сразу же наш диапазон снова вывелся. Этот диапазон опять же будет привязан к исходной внешней таблице, из которой мы его подгрузили, то есть при любых изменениях там изменения практически мгновенно отобразятся здесь. И, соответственно, если мы хотим данные скопировать, то есть уже иметь их без привязки к оригиналу, то здесь нам их надо копировать и вставлять с помощью специальной вставки, как просто данные без формул. Так, что еще? Какие еще особенности? Про предоставление доступа. То, что мы с вами делали на этапе сразу после написания данной функции. Доступ предоставляется, как я уже сказал, только один раз в самом начале к этой таблице. Но после того, как вы предоставите доступ, все те, кто имеет доступ к редактированию вот этой вот нашей таблицы, в которой мы работаем, абсолютно все редакторы смогут точно так же использовать функцию import_range и вставлять данные из вот этой же внешней таблицы в любых других местах, на любых других местах, на любых других листах в этом же файле. И у них эта возможность будет до тех пор, пока пользователь, который это разрешение предоставил, то есть в данном случае это я, не будет лишен права доступа к нашей внешней таблице. Как только мне к ней доступ будет закрыт, то и разрешение мое автоматически будет отозвано. Дальше, еще одна особенность. Мы с вами знаем, что если мы пишем какую-то формулу в таблицах, например, сумма m, да, и мы хотим просуммировать, неважно, что мы делаем, нам просто нужно посмотреть, так, это еще и не цифра у нас, сейчас поправим. Ладно, напишем формулу немножко по-другому. Хочу написать несколько цифр и их просуммировать, да, чтобы мы
напомнили себе, как протягиваются формулы. Ну, вот теперь, если мы здесь напишем функцию summm для этой же строки, а потом протянем ее вниз, то здесь уже будут суммироваться данные из строки ниже. Это основа Excel. Я не думаю, что нужно в это глубоко погружаться. Просто на всякий случай сейчас себе это напоминаем, что те ссылки на ячейки, которые мы указали, потянутся вслед за формулой и будут изменяться в том же направлении, в котором мы формулу тянем. Для того, чтобы они не изменялись, мы используем абсолютные ссылки, то есть добавляем значок доллара, абсолютная ссылка вот в таком виде, ну, или какие-то относительные ссылки в зависимости от того, что мы хотим закрепить, строку или столбец. Так вот, здесь, когда мы с вами указывали в формуле ссылки на ячейки, если мы теперь эту нашу функцию куда-то протянем, давайте все, что в промежутке, удалю. Вот мы теперь увидим, что и сюда выводится один и тот же диапазон. Если мы заглянем внутрь формулы, то мы увидим, что и здесь у нас диапазон А1, D5, и здесь у нас диапазон А1, D5. Так вот, в формуле import range, по крайней мере, вот в таком варианте ее написания, не будут меняться ссылки на ячейки пропорционально тому, как мы тянем вниз. Объяснение этому достаточно простое. То, что у нас вот здесь указано, это текст. Он окружен у нас кавычками, и это текст. Это не ссылки на диапазон в привычном нам виде. Просто в какой-то момент их таблица интерпретирует как ссылки. На самом же деле это всего-навсего текст, а тот текст, который мы указали внутри кавычек, измениться не может никак. Мы можем его только сами поменять. Таблица считает, что это что-то неизменное, это то, что мы ввели, и это так и должно остаться. Поэтому протягивание в привычном нам виде здесь работать не будет, и, соответственно, ну, если мы не говорим о каких-то усложнениях формулы и вложенности, да, вот именно в таком виде, то теперь нам нужно каким-то образом этот диапазон поменять. Ну, давайте, например, укажем, что мы хотим выводить данные теперь из диапазона А7, Д, ну, не знаю, 12. Таблица еще раз подумала и вывела соответствующий диапазон из внешней таблицы. Таким образом это и работает. Собственно говоря, наверное, это все особенности, которые есть у данной функции. Она может импортировать данные из любой нашей таблицы на Google диске или, в общем-то, даже не нашей. Если это чужая таблица, то, соответственно, нам нужно иметь к ней каким-то образом доступ. Во-первых, нам понадобится ссылка. Во-вторых, мы должны быть добавлены в ту таблицу как редакторы. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.